Добрый день, уважаемые слушатели онлайн-академии внутреннего туризма. Приветствуем вас на подкасте. Сегодня мы на нашем подкасте обсудим вопросы современных трендов в Казахстане. И для этого мы пригласили наших экспертов. Разрешите представиться. Меня зовут Мерике Сахбек. Я являюсь старшим преподавателем при кафедре рекреационной географии и туризма КАЗНУ имени Аль-Фараби. И разрешите представить наших сегодняшних экспертов. Первый наш гость — это Виктор Наврезов, директор и основатель компании «Рокпас», который занимается внутренним туризмом и визным туризмом. Наша гостья Евгения Морозова, журналист, организатор путешествий, а также любитель краеведения. И наш следующий эксперт-гость — это Алмаз Маратулы, директор компании «Лимон Travel», который также занимается внутренним туризмом Казахстана. Долгое время казахстанский рынок позиционировал себя как рынок выездного туризма. И в данный момент, после ситуации коронавируса, у нас изменилось. И сейчас больше туристов выбирают внутренний рынок, который у нас вырос более чем на 100%, да, за последний год. Вот. И получается, сейчас в данный момент идет уже больше нагрузка на определенные какие-то объекты. На Алматы, город Астана, город Шымкент, Туркестан, Мангистауская область, да, то, что популярно вот сейчас стало. И сейчас, получается, у нас идет чрезмерная нагрузка на данные объекты. Мы знаем, что массовый туризм, он имеет как позитивный эффект, так и негативный эффект. Да? Долгое время, например, если один из последних кейсов, это в Таиланде, пляж Майя-Бэй, если вы знаете, был закрыт от туристов, потому что чрезмерная нагрузка там погубила флору, фауну, да, потому что ежегодно принимало около 8 миллионов туристов, если не ошибаюсь, и власти Таиланда решили закрыть данный пляж. Вот. Сейчас у нас в Казахстане, в принципе, идет такая же ситуация. То есть основная нагрузка у нас идет на города, которые мы выше упомянули, и на какие-то определенные объекты, и на национальные парки наши. Да? Не ждет ли наш казахстанский рынок такой же участи? Как вы думаете? Ну, прежде всего, можно сказать про озеро наше любимое Кульсай, которое стало настолько доступным, построили хорошую дорогу, сделали отличную парковку. Это привело к такому массовому приезду туристов, и там просто, ну, мои коллеги, наверное, поддержат, очень некомфортно находиться. То есть, конечно, интересно приехать посмотреть, и если раньше можно было на самой первое озеро просто заходили обычные люди, на второе озеро уже просто было не попасть, то сейчас стало второе озеро тоже доступно, и на нем получилось тоже большое скопление туристов, большое скопление, то есть дикая природа отодвинулась к третьему озеру, ну точнее не к третьему, к верхнему, назовем так. Это, да, это действительно большая проблема. А как можно вот перенаправить данный поток туристов? Может, какие-то меры предпринять, может, определенные... Мы знаем, что рекреационная нагрузка — это одна из главных и головных полей администрации национальных парков. Да? И как вот перенаправить этих поток туристов? Есть ли какие-то идеи у вас? Или, может быть, зарубежный опыт, который вы как бы услышали? Ну вот мне кажется, что здесь должно быть продумано и утверждено определенное количество тех людей, которые могут посетить этот парк, эту достопримечательность в конкретный день. И не больше. Вот. И, ну, я, наверное, такое лицо заинтересованное, потому что наши туры — это туры такие малочисленные, максимум 15 человек. И в основном на вот наши экскурсии приходят алматинцы, вот, и приходят не один раз, 2, 3, 5, 10, многие из них уже там наши большие друзья. И я понимаю, что их как раз интересуют те объекты, в которых можно приехать и побывать вот такой вот небольшой компанией. Мы себя позиционируем свои туры как душевные туры, да? Туры для людей, которые хотят увидеть интересных, которые, может быть, даже хотят поучаствовать в уборке этой территории. Да? Вот мы любой наш выезд за город, в основном у нас городские тематические туры, но если мы выезжаем за город, мы начинаем с уборки той территории, куда приехали. Но поверьте, там есть что убирать. Вот это вот как раз печально. Но я могу, наверное, много сказать о том, что наших туристов надо воспитывать и так далее. Но мне кажется, самый хороший метод воспитания — это штрафы. И если это будет вот так хорошо контролироваться, причем вот группа приехала, она
зафиксировано, что именно эта группа с таким экскурсоводом, с таким гидом приехала. И это очень легко потом понять, кто приехал и устроил после себя помойку. То есть вот эти очень простые меры, мне кажется, они сразу принесут эффект. Мне кажется, если взять Кульсай, да, урегулировать, мне кажется, невозможно, потому что сейчас туда едут не в основном автобусные туры. Сейчас туда едут на своей машине люди. Основной, там, если взять, там 60-70% это те люди, которые на своих машинах приехали, и урегулировать их невозможно, потому что человек приехал 320 километров на Кульсай, его там шлагбаумы не пустили, и там будет образоваться пробка большая, и уже вторая проблема возникает. Поэтому урегулировать количество посетителей, мне кажется, это, туроператоров можно, конечно, да, там один автобус на одного туроператора, но это тоже уже еще одна проблема, это, получается, государство вмешивается в бизнес. Получается, здесь еще одна проблема возникает, поэтому, мне кажется, просто запретить и просто поставить там в неделю там 500 или 1000 человек количество посетителей, мне кажется, это в данный момент это невозможно. Ну, в любом случае, в других государствах же так делают, в других странах. Вот в Америке там нет такого, что вот мы приехали, кто захотел, на определенный объект. И люди предварительно записываются. Ну, я понимаю, что это не в один день делается, но мы должны к этому стремиться, и должна быть и в этом вопросе цивилизация некоторая. И потом, мне кажется, очень важно осваивать новые территории, потому что вот у нас есть определенный маршрут. Вот сейчас у нас в моде, да, в тренде Кульсай, все туда едут. Едут именно туда. А Казахстан большой, маршрутов много, в Алматинской области огромное количество маршрутов, незаезженных, интересных. И если вот взять наш опыт, мы 4 года занимаемся вот такими тематическими турами, и мы в первую очередь делаем то, что нам самим интересно. Вот нам был интересен Жаркент, не только город Жаркент, но и его окрестности. Мы поехали на 2 дня, и мы провели замечательный тур, в котором мы посмотрели природные ландшафты, даже прошлись, у нас была такая нагрузка, мы посмотрели исторические объекты. Я вижу вот в самом Жаркенте, мне кажется, это вообще такой недооцененный в масштабе страны туристический город, туристический маршрут. И я вижу, что там в основном приезжают в музей-мечеть и заезжают еще в храм Илии Пророка, вот это 2 объекта старых, которые там в конце 19 века были построены. А про остальное даже не знают, не думают, и вот эти объекты никак не развиваются. То есть, вот мне кажется, должно быть у нас и разнообразие в том числе. Но это, наверное, как раз наша задача, да, как организаторов путешествий. Ну вот, а что касается Виктора, мне кажется, у него там вообще кладезь маршрутов. Сейчас мы сейчас к этому плавно перейдем, да. Вот как Евгения говорит, что есть и другие туры, да, как Жаркент. Алмаз, вот сіздің компанияңызда өзіңіз айтып тұрсыз, Кульсай туроператорларда қатты сұранысқа ие дейсіз. Ал басқа да сіздің компанияңыздың ішінде басқа да сұранысқа ие маршруттар бар ма мысалы? Жалпы Алматы облысында негізгі сұранысқа ие маршруттар ол Көлсай Қайынды көлдері, Шарын Шатқалы, сосын Алтын Емел. Бірақ Алтын Емелге әлде енді Көлсай мен Шарынға барып жатқандағыдай адамдар барып жатқан жоқ, оның себебі жол. Бір жағынан жақсы, бір жағынан жаман. Рекреация жағынан жақсы да, жол болмаған адамдар аз барады. Ал бизнес жағынан адам апаруға қиын. Көлік жалдау қиын болады, турдың бағасы қымбат болады, көлік жалдағаннан кейін, содан кейін адамдар аз барады. Сондықтан бұл жерде бизнесмен ретінде маған қиындау, бірақ табиғат жанашыр ретінде әрине ол жағы жақсы. Сондықтан біз қазір өздеріңіз білесіздер ғой, өте көп туроператор, тырнақшаның ішінде туроператор деген сияқты компаниялар өте көп. Сол компаниялар біз мысалға жаңа бір маршрут ашқан кезде артынан солардың барлығы сол маршрутқа қарай адам апарып бастайды. Басқа маршрут ашып бастайсың, мысалға Текес болды, Тұзкөл, сол сияқты ары қарай біз кеткен сайын басқа компанияларда сол жаққа барып, ары қарай соны алып кетіп жатыр да, ары қарай адамдарды. Сондықтан жаңа маршрут енді білмейміз, ары қарай Алатаудың арғы бетіне өтіп кетеміз ба, түсініксіз, бірақ әр
маусым сайын мысалға наурызда басталады ғой негізгі туристік маусым Алматы облысында. Наурызға біз жаңа 2-3 тур маршрутты дайындағаннан кейін ол бірден 1-2 айдың ішінде, май, июньнің ішінде ол адамдар ол жаққа көп барып бастайды. Сондықтан жаңа маршруттар деп мен айтатын едім. Қазір Бұғыты таулары бар, одан кейін Лунный каньон дейді, сол жақтарды былтырғы жылдан бастап ашып бастадық. Одан кейін сол Текес, Тұзкөл аймақтарына, туристік аймақтарына адамдар алып бастадық. Енді 2 жыл бұрын, мысалы, Асы жайлауында адам өте аз болатын. Қазір Асы жайлауына баратын болсаңыз, сіздің палатка қоятын орныңыз жоқ. Мүлдем палаткаға орын жоқ, өйткені өте көп адам. Ана Эверестте сондай деп бір очередь деп айтатын еді ғой, бұрын. Эверест әлемдегі ең биік шың болса да, бірақ палаткаларға орын жоқ, и ана тростарға очередь болады деп. Дәл сол сияқты Асы жайлауында да дәл қазір сондай. Ну вот не последнюю роль, наверное, играют социальные сети, да, в этом. То есть один человек, какой-то блогер появляется на данном объекте, снимает, например, вплат Асы, да, и он становится массово популярным, да, получается. А как вот мы говорим про новые маршруты, а есть вот какие-то новые виды туризма на казахстанском рынке или новые ниши, как вы думаете, Виктор? Да, есть. По поводу новых маршрутов мы считаем, что очень серьезный у нас был серьезный проект в этом году. В Казахстане нет ни одного геопарка. Есть в России 1, в Китае 40, в Казахстане ни одного. Хотя понятие геопарка, немножко, наверное, подводит в том плане, что слово «гео» — это не значит «геологический». Геопарк — это означает совокупность исторических, палеонтологических, ландшафтных, много-много-много всяких разных наполнения территорий. И в частности, в этом году проводилась большая конференция под эгидой ЮНЕСКО о создании первого геопарка в Казахстане. Геопарк — это не в рамках какого-то одного национального парка, это территория национального природного парка Алтын-Эмель, Тигровые горы, Чарын, то есть очень большая территория. И вот как раз говоря о новых маршрутах, на территории геопарка можно разрабатывать многочисленные маршруты, начиная от геологических, заканчивая палеонтологическими, эко-маршруты, этномаршруты, привлекать местное население для того, чтобы делать какие-то мастер-классы, для того, чтобы делать какие-то эко-зоны, где можно будет познакомиться, типа этноаула, к примеру. Тоже это все можно делать на этих территориях. Если у нас будет такой экотуризм развиваться, то в рамках геопарка это будет делать проще, потому что многие туристы западные, они смотрят, входят ли данные объекты в перечень ЮНЕСКО. Для них это является как неким знаком качества того, что действительно, раз ЮНЕСКО подтверждает наличие вот такой территории, мы туда поедем, потому что это говорит о безопасности, это говорит об исторической ценности, палеонтологической, геологической, ландшафтной, повторяюсь, целый комплекс разных наполнений вот этих объектов. Понятно, спасибо большое. Но все-таки геопарки — это, как вы думаете, все-таки нишевый рынок, да? Скорее всего, не массовый, не объект массового туризма. Объект массового туризма, потому что он включает в себя много-много-много разных направлений. А вот как вы думаете, Винь, как журналист, как привлечь геопаркам обычный в данный момент он больше как позиционируется как нишевый рынок, то есть там малое количество людей, в принципе, заинтересованы геопарками, да? То есть именно конкретно я хочу посетить геопарк, поедут, не каждый второй, скажем так. А вот как привлечь массового туриста, как на Кольсай, например, чтобы поехали, Можно несмотря на инфраструктуру? Один кейс скажу, да, насчет этноаула. У нас же есть этноаул Гуны, он прям шикарный. В Алматинской области мы иностранных гостей, которые привозим, и обязательно туда возим. Это один из главных маршрутов, да. Я сейчас рекламировал, да, Гуны. Но мы 2 года старались этот этноаул продавать для наших туристов, для внутренних туристов. Не продается. Почему, не знаю.
Потому что вот мы же хотим, да, тех людей, которые вот каждый день едут там неделю в Кульсай, Чарын или еще куда-то, хотим вот на Этнаул, еще куда-то перенаправлять, да, не продается. Не продается, потому что, не знаю, для нас, для своих не интересна ли наша культура, это один вопрос, или еще другой вопрос, просто аудитория, которой, может, я работаю или наша компания работает, не эта аудитория, которая вот покупает этот тур. Вот. Поэтому вот распределять на разные туры, на новые туры очень трудно сейчас. Вот сейчас мы продаем то, что продаем, то, что проходит, да, а потом после вот, как вот говорит же, еще кто-то блогер, кто-то еще кто-то куда-то съездил, там, скажем, Лигдин Богданович, да, блогер в прошлом году зимой поднялся, да, да, и сразу весь Алматы, молодежь без страховки, без гидов, там сколько там, 150 человек сразу в одной неделе поделись, это уже небезопасно, и получается, блогер не осознает, что он может там привести там гибели там еще там 100-150 человек. Да. Ответственности вообще не чувствует. Вот каждое, вот мы, если открываем что-то новое, да, появляются проблемы. Что-то открываем, хотим, создаем, но там появляются разные проблемы, и из-за этого уже после... Богданович наша компания категорически не делала, потому что, во-первых, у меня нет профессионального снаряжения одно, инструктора главное, потому что снаряжение можно найти, в аренду взять или что-то, но инструктор это человек, который берет на себя ответственность на 15 человек в группе. И были компании, которые сопровождали один человек, 50 человек, один гид, 50 человек, да, 50 человек, да, и без разрешения. Вот, поэтому сейчас, я же говорю, вот трудно, есть места, которые можно привлечь людей, но если мы привлекаем туда, то это уже получается там, не готовый турмаршрут, скажем, да, там нету, как в леднике Богдановича. Можно я добавлю? Как раз в этом году мы для Казах Geography разрабатывали маршруты в национальном природном парке Алтын-Эмель, в горах Актау, в горах Катутау. Там действительно оказалось, что до настоящего момента не было маршрутов. То есть люди приезжали, люди иди туда, потом иди туда или туда, а как таковых маршрутов не было. Я против того, чтобы, как в наших горах, ставили кучу всяких табличек, вот так вот, по 10 разных зеленых, красных, непонятно чем они отличаются, против того, чтобы нарушали естественный ландшафт, но при этом правильно вот коллега говорит, что должны быть разработаны маршруты. Маршруты безопасные, маршруты, включающие в себя набор каких-то точек viewpoint, каких-то точек обзора, каких-то мест, где можно обратить внимание на флору, на фауну, на те же минералы, породы. Разработка маршрутов – это очень важный момент на любой локации. На опасной пусть работают профессионалы и безопасно водят туда группы, потому что я вам говорю как альпинист, что сам ледник Богдановича, он не представляет опасности в зимний период времени. Если в него не будет, как консервную банку, забиваться люди, если они будут приходить спокойно, смотреть, фотографировать, спускаться и уходить обратно при наличии определенной техники безопасности и инструктора, это не опасно. Но мы это, опять же, не можем контролировать. Ну вот я, наверное, коллеги говорят в больших масштабах, у меня немножко другая ситуация. Мы ориентированы, даже слово какое-то не наше, да? Наши гости – это те люди, которые готовы с нами двигаться по новым маршрутам. Мы эти маршруты придумываем, но они у нас не такие опасные. Это исторический маршрут. Я вот недаром указала, что я там занимаюсь, увлекаюсь краеведением, а многие наши маршруты, они вышли из наших же исследований. Мы вот с Анной Дегтяревой, она моя дочь, мой партнер по этому бизнесу, крупно сказано, но бизнесу.
Вот. И многие наши маршруты являются продолжением наших, вот в том числе и моей журналистской работы. Да? Вот мы нашли могилу Калмыкова, сейчас у нас есть готовый маршрут. И он, я понимаю, что он не заинтересует огромное количество людей, потому что большинство людей, к сожалению, в Казахстане не знают, кто это такой и зачем на его могилу ходить. Но те люди, которые к нам приходят, они знают, кто он такой, они приезжают с других городов, и эта аудитория для нас ценна. Не соглашусь с вами по поводу того, что невозможно людям рассказать о новых маршрутах. Возможно, для этого существует в том числе и СМИ. И вот как раз задача СМИ, вот, ну, я сама, я пишущий журналист, и можно рассказать так, что человека заинтересует вот это все. Вот, и он поедет посмотреть. То есть вообще на самом деле, если вот отвлечься от заработка денег и вот таких вот больших проблем, которые у нас у всех однозначно есть, при этом, при всем мы же должны создавать продукты, которые у людей будут вызывать не просто желание приехать, сесть там, поесть, например, спеть песню и уехать. Да? Они должны что-то узнать. И поэтому им будет интересно с нами. Они вот сегодня узнали, им это интересно, и они с нами поют потом второй раз, третий, пятый и так далее. Вот. И вот у нас, например, нет проблем с привлечением людей на наши экскурсии, потому что, наоборот, люди нас толкают на поиски новых маршрутов. Они нам говорят, а вот мы хотим еще вот, по местам вот этого писателя походить, давайте придумаем, или давайте съездим в Талды-Курган, не просто съездим, а вот съездим, вот заедем на разные объекты, там есть городище, там есть петроглиф и так далее. Это люди, которым интересно все новое, которые готовы это все познавать, да, которые, это однозначно читающая, думающая публика, вот это так. И очень часто у нас бывает так, что у нас же, ну, женщина, двигатель прогресса, вот приходит сначала мама, да, приходит мама, потом она приводит папу, потом они приводят деток, потом они приводят своих родителей, и в результате им просто рассказывают, как это было круто, как это было замечательно, давайте сходим. И вот в результате, получается, мы все в это вовлечены, и мы потом уже, ну, условно говоря, вынуждены создавать продукты отдельные для этих деток, для этих родителей, папы и мамы, и для самих пап и мам отдельно. Вот. Но я считаю, что это очень, вот этот тренд в нашем туризме тоже. Так же, как и экотуризм. Вот, просто это, наверное, не очень выгодные для работы туркомпаний направления и деятельности, да, потому что однозначно интересно поехать, вот появился такой у нас сейчас возможность поехать куда-то в село и там пожить 3 дня. Ну, понятно, что туркомпания на этом, ну, сколько она заработает? Она больше проездит, да, но при этом, при всем это же интересно. И если это будет вот как раз парк, какая-то большая такая вот зона, где это все будет задействовано и продумано, наверное, это будет хорошо, в том числе для представителей вот таких туристических Да, вот маленьких можно компаний. сочетать его с каким-то массовым видом туризма, например. У нас же есть хорошие примеры гостевых домов, то есть, да, где Кульсай, вот Восточный Казахстан, да, то есть можно сочетать именно вот ваш нишевый рынок именно с массовым туризмом, тем самым получить как бы, ну, и маржинальность будет выше, скажем так. Ну, да. да. А потом я Для вот еще бизнеса. хотела сказать по поводу тематических экскурсий, тематических туров. Вот мы на себя не берем ответственность весь тур проводить сами. Вот если мы организуем архитектурный или археологический тур, мы готовы привлекать специалистов, и они у нас уже есть, они уже наши такие вот друзья и коллеги. Да, это такой тур будет дороже, но при этом с нами поэт-археолог, который, ну, работал на этом объекте, он расскажет об этом так, как я, как гид, даже там, не знаю, очень грамотный, начитавшийся много книг, я так не расскажу. Это тоже важно. Поэтому я думаю, что вот это направление имеет вот тенденцию даже развиваться. И вот. Спасибо, да. А вот как насчет технологии, Алмаз, технологиялар? Біз қазір айтып жатырмыз, жаңа маршруттар, жаңа турлар ұйымдастырамыз деп. Ал сіздің мысалы маршруттарыңызда жаңадан бір технологиялық өзгеріс бар ма? Аудиогидтар қолданудың басқаша түрі немесе әлеуметтік желілермен байланыс дегендей? Иә, турлардың негізі енді 90%-на дерлік ол әлеуметтік желілер арқылы сатылады ғой қазіргі турлар. Бізде былтыр 2 жыл бұрын коронавирус кезінде
түрлі маркетплейстер пайда болды ғой, турларды сататын, барлық туроператорлардағы турларды жинап өздерінде сататын түрлі маркетплейстер пайда болды. Өкінішке орай ол маркетплейстер бір өздері жоспарлағандай нәтиже бермеді деп есептеймін. Себебі көбі қайтып жабылып қалып жатты. Мысалы Forte Travel'ды алып қарайық, ол да бастады, өте көп қаражат құйды, алайда тур деген бұл күнделікті пайдаланатын тауар емес қой. Мысалға күнде пайдаланатын тағам сияқты тауар емес. Сондықтан оған арнайы бір маркетплейс жазып алып, оны 2 айда бір шығатын турыңа бір приложение жазып алу, жұмыс істеу, ол тиімсіз да. Сондықтан бұл маркетплейстер қазір мүлдем жұмыс істеп жатқан жоқ. Бір ғана маркетплейс бар, мен білетін Таулар деген. Сол Таулар деген маркетплейс бар, сайт ретінде жұмыс істейтін. Ол жерде әр туроператор өзінің турларын салады. Қалаған адам өзі таңдап, сол турды сатып алады. Қазір ол жерде де негізі, мысалға бағана біз нені айтып жатырмыз ғой, кішкене разнообразие болсын деп, турларда велотурлар, сондайлар пайда болып бастап жатыр. Бұл жақсы. Енді аудиогидтерге келетін болсақ, дәл біздің компанияда аудиогидтер әзірге жоқ, бірақ жоспарда бар. Себебі бізде мынау гидтерге байланысты бірінші алып қарайтын болсақ, бізде мынау қазіргі проблемалар бұл транспорттың проблемасы, автобустардың проблемасы. Жалпы Алматыда, Алматы ғана емес, енді ең жаңа автобустар Алматыда дейтін болсақ, Алматыдағы автобустардың өздері 2000 жылғы 20 жыл болған бұрынғы автобустар. Ол үлкен 50 адамдық автобустар. Ал мына спринтерлерге жаңа бері қарай 15 адамдық автобустарға келетін болсақ, олар бар, бірақ олар жаңалау. Басқа өңірлерді айтпай қойын, өйткені мен Қазақстанның осы туризмде жүріп, Қызылорда облысынан басқа барлық өңірінде болып шықтым. Жағдай бізден қарағанда жаман. Әсіресе сол бірінші инфраструктура жағынан, екінші не жағынан, транспорт жағынан, үшінші гидтер, экскурсоводтар жағынан, сервис жағы мүлдем. Енді ол қиын, себебі бізде жалпы маусым қысқа ғой, туристік маусым қысқа болғандықтан, бізде барлығы сол июнь-июль айында, августтың ортасына дейін кәсіпкерлер пайда тауып қалғысы келеді. Ары қарай уақыт жоқ. Отпуск уақыты бітті, барлығы жұмысқа шығады, адам азаяды. Сондықтан осы қысқа маусымда бізде турдың бағасы қымбат болады, сервис мүлдем екінші планда қалады, немесе үшінші, төртінші планда қалады. Сөйтіп біздің туристеріміз ренжулеріне де себеп бар, бірақ оларға жауап ретінде кәсіпкерлердің де айтатын өзінің уәжі бар, өйткені турист маусым қысқа, ол жылда просинасын ауыстыра бермейді ғой, өйткені ол біздің Турция сияқты 6 ай, Турция сияқты 6 ай қонақ күтпейді. Ол 2 ай, 3 ай қонақ күтеді, Алакөл деген жерлер. Сондықтан олар барынша сол уақытта пайда тауып қалғысы келеді. Енді технологияларға байланысты. Инстаграм пайда болғалы бері біздің туристік маршруттар өте оңай, тез танылатын болды. Сол себептен де жаңа компаниялар пайда болып бастады. Осы неге? Тезірек кіріп кетуге, ел істеп жатыр екен, бізде істейік деп. Конкуренция көп болса, сапа жақсы болады. Алайда бізде керісінше регресске қарай кетіп баратыр. Неге? Өйткені бізде демпинг деген бар. Өте қатты үлкен демпинг бар. Инстаграмдағы компаниялар, олар өздерінің осындай кеңсесін ұстамайды, штатта адамдарын ұстамайды, барлық шығындарды қысқартып тастайды. Үйден болса, үйден жұмыс істейді, немесе екінші жұмысында отырып, сол жұмысын істей береді деген сияқты, негізгі жұмысында отырып. Сол себептен де демпинг қаншалықты төмен болған сайын турдың сапасы төмендей береді. Ол демпинг қанша аз болса, ол көп болса, соншақ турдың бағасы төмендейді. Сол себептен де басқа компаниялар, мысалға жақсы өзінің осы туризмде үлкен 10-20 жыл жұмыс істеген компаниялар солардың кесірінен төмен кетеді. Өйткені алармен жарысу керек, оларды баға түсіру керек болады. Сол Инстаграмның бір жақсы, бір жаман, әрбір нәрсенің осы екі жағы бар деген нәрсе, ол осы туризмге де келіп тіреліп жатыр. Рахмет, Алмаз.
демпинг деп жатсыз, жаңа нарыққа жаңадан келушілер көп деп жатсыз. А вот про новых участников. Мы вот сейчас, кажется, напугали новых бизнесменов, которые заходят на туристский рынок, что везде вот конкуренция большая, везде, если там инфраструктура плохая. Как заинтересовать новых бизнесменов к нишевому рынку все-таки, направить его? Потому что, ну, как бы тропа знакомая, все на нем зарабатывают, на выездном туризме, на внутреннем туризме, да, на Кульсае, на Алтайнемеле, на Илья-Латауском национальном парке. А вот как привлечь новых бизнесменов, которые заходят на туристский рынок новыми видами? Давайте я расскажу, как мы заходили на рынок. Давайте. Это было в 2018 году, и мы пошли сразу правильным путем. То есть мы, во-первых, получили лицензию, и новые бизнесмены должны знать, что надо работать с лицензией. Мы зарегистрировали торговую марку. Мы обучаем своих гидов на курсах доступных, которые проводятся, максимально их сертифицируем. Еще один момент, про который вот раз уж мы говорили, то есть новый человек на этом рынке должен изначально делать правильные шаги. То есть он не должен пытаться что-то там урвать в сезон. Он должен поступать сразу цивилизованно. Это прямо вот должно быть номер один. Безопасность, прозрачность. Да, все документы должны быть оформлены как положено. Вот сейчас еще упомянули по поводу стихийных гидов, стихийных экскурсоводов и так далее. Ну, уже существуют курсы. Раз мы специализируемся, к примеру, на горном туризме, вы знаете, не все понимают разницу между спортсменами и гидами. То есть спортсмен-альпинист, он может быть международного класса, но он не может работать гидом. И для этого в этом году мы тоже основали ассоциацию горных гидов, которой почему-то в Казахстане не было. Это Национальная ассоциация горных гидов, которая специализируется именно на том, чтобы те люди, которые оказывают услуги по горным походам, по горным экскурсиям и все, что связано с безопасностью, были профессионалами. Профессионалами не только спортсменами, но и профессионалами-гидами, настоящими горными гидами на международном уровне. Также и о компаниях. Многие компании, которые оказывают услуги, реально не имеют лицензии. Не имеют лицензии, нигде не участвуют ни в каких мероприятиях. Очень сейчас много туристских мероприятий. Вы посмотрите сейчас международные выставки, международные конференции, онлайн, офлайн. Надо, чтобы бизнесмен понимал, что он должен быть публичной личностью, и он, и его компании, которые он собирается представлять на рынке. Тогда к нему будет больше доверия и, конечно, доводить это все до туристов, до общественности, что есть проверенные гиды, проверенные компании, проверенные экскурсоводы. Они, мы их видим. Поэтому коллега вот правильно говорил, что надо обязательно размещать информацию Booking, TripAdvisor, в разных таких туристских цифровых центрах, где без этого никак. Потому что у нас многие вот просто сидят, да, есть компания, может быть, у него есть лицензия, может быть, у него есть обученные гиды, но он вот замкнулся в себе, замкнулся там на какой-то, например, в Инстаграм, у него нет каких-то других направлений, где он показывает себя. Ну и хотелось бы, конечно, иметь какую-то площадку типа, наверное, как он правильно, не помню, называется, цифровую площадку, именно казахстанскую, где будут представлены туроператоры, гиды, экскурсоводы, турагенты казахстанские, чтобы было какое-то сообщество, куда можно было зайти и получить информацию. Вот примерно так. Вот можно, наверное, я добавлю, как раз вот я представитель этого маленького нишевого туризма. Мне кажется, вот нас 2 человека в компании. Мы сейчас уже стали привлекать сторонних гидов, специалистов стали, но поначалу мы двигались сами. Да, мы прошли вот этот вот путь, и помимо всего прочего мы понимаем, что для нас очень важно создать себе такой имидж, да, свое имя.
Ну вот у нас с этим получилось достаточно хорошо. Я уже была там известна как журналист, и как раз тот журналист, который об истории, о краеведении пишет много, и обращений было вот много прям ко мне, чтобы я рассказала об истории города. А с Анной у нас произошел вообще потрясающий случай. Ее пригласили работать на остров Шпицберген, и она была вот первым казахстанским гидом, который там работал. Вот. И, конечно, это добавило нам такой славы и популярности, и это очень хорошо. Я вот как раз хочу сказать тем людям, кто хочет зайти, но боится, что у него не получится. Если ты любишь там свое дело, ну, неважно, ты собираешь марки, да, и ты знаешь места, где можно эти марки показать тем же любителям, которые эти марки собирают. Ну, я совсем уже утрирую ситуацию, но тем не менее, это будет уникальный маршрут, по которому можешь провести только ты и никто иначе, никто другой. И это должно быть. Нам задают иногда вопросы, а как же вы там масштабируетесь? Вы же не можете жить все время вот таким вот маленьким точечным бизнесом. У нас есть варианты. Вот мы, например, у нас есть франшиза, это «Туры 15-15» называется. Это международная франшиза, в ней по-моему, сейчас 65 городов мира. В том числе вот мы представляем Алмату. Мы можем этим гордиться. Что она нам дает? Это один-единственный маршрут. Ну, мы сейчас, может, думаем о втором. Один-единственный маршрут. Он стандартизирован. И он адресован тем людям, которые приезжают сюда, в командировку или там какая-то недолгая поездка, и они хотят за это время быстренько посмотреть, понять, что им дальше, как в городе двигаться. Вот. И для этой цели разработан маршрут, там, он двухчасовой, он идет по нашему историческому центру, заканчивается на базаре. И за это время мы рассказываем людям о том, что это за город, где тут пойти, вот, какие у нас музеи есть, какие у нас есть места для отдыха. И вот таким образом, тоже такая определенная популяризация. И вот это, казалось бы, маленькая экскурсия, но она идет каждый день. И здесь мы уже привлекаем других гидов, которые прошли уже специальную подготовку, потому что там они тоже требуют международную сертификацию и так далее. То есть я к тому, что это не только хобби может быть. Это может быть, не огромным бизнесом, но это может быть достаточно приятным, хорошим бизнесом. Почему бы и нет? Главное вот смотреть на это несколько глубже. Не только как я заработаю на этом денег, но и что я дам в ответ. Вот, потому что это важно. Правильно. Евгения, вот я замечаю, что ваш тур, получается, он не имеет сезонности. Какие-то туры у нас, конечно, имеют сезонность, например, археологические туры, да, и мы не можем там в снегу, в Костыке, там, не знаю, по пояс в снегу барахтаться. Но у нас есть другие маршруты на это, на зимний период, и мы их вот активно... У нас их много, и они разные. И поскольку мы очень мобильные, мы маленькие, мы мобильные зато. Вот. И вот у нас и наши гости такие же мобильные. Они говорят, а давайте вот про Домбровского сегодня узнаем. Мы говорим, сегодня нет, а через неделю мы вам сделаем такой маршрутик. И вот мы так и движемся. Вы знаете, я хотела сказать об одной очень важной проблеме, о которой мы не говорим. Но я вот с ней сейчас столкнулась в полной мере. Я говорю о туризме для людей с ограниченной мобильностью. Это очень важно. Мы столкнулись первый раз с этим года 3 назад, как раз перед карантином, перед тем, как нас всех закрыли. В Алматы проходил форум для людей с инвалидностью. И приехали разные люди из Франции, из Германии, из Японии приехали, многие на колясках. И мы все собрались, меня пригласили как представителя вот такой вот маленькой компании, которая делает необычные туры. И мне там задали вопрос, а много ли у вас на экскурсиях бывает вот... Я говорю, вы знаете, у нас была только одна женщина. Она позвонила и сказала, можно я приду? Я сказала, да. Она говорит, я вот с костылем. Я говорю, у нас не будет большой длительной прогулки, если вас все устроит. И она мне задала совершенно жуткий вопрос. Она меня спросила, а ваши гости не будут против? Я говорю, у нас нормальные гости, они не будут против. И мы замечательно прогулялись, она прилетела сюда из Астаны, вот на пару дней. Мы замечательно прогулялись, ей все показали. Я об этом случае рассказала. И на этом форуме люди сказали, мы тоже хотим на экскурсию. И мы даже не знали, что им предоставить. У нас там есть свои такие вот личные почти связи. У нас есть там сыродел такой известный, Слава Столер, который нам сказал, ребят, не переживайте, я быстренько сделаю, там все организую, пространство и так далее. Он все организовал, прошел очень хорошо вот этот тур. Они просто плакали, вот действительно так, они плакали от счастья, что они вот увидели за вот этот
день они увидели и город, они увидели озеро Исык, они побывали в музее Золотого человека, и потом они еще приехали на этот гастротур к человеку, который сам занимается производством вот местных продуктов. Ну, было действительно хорошо. И мы хотели 3 года, пока вот был карантин, мы хотели сделать такие же туры для наших. Потому что сейчас люди уже не могут сидеть дома. И у них, у всех, у каждого из нас есть право на путешествие. Пусть маленькое, пусть там какое-то скромное, но и мы имеем. Вот. И мы столкнулись с такой проблемой. Мы этот тур провели. Вот буквально 2 недели назад мы съездили там в Туркестан, Шымкент, Тарас и так далее. Это было сложно. Почему? Потому что у нас нет транспорта специального для людей, для туристов. Есть инватакси, но это такси вмещает на 1-2 человека. Гид уже туда не поместится. Да? И вот мы ехали в этом большом автобусе, но как мы людей туда доставляли, в этот автобус? Просто на руках. Понимаете? Не каждому, наверное, понравится, чтобы его на руках носили там, в автобус из автобуса, извиняюсь, в туалет из туалета и так далее. У нас огромная проблема с этим. А люди хотят и наши путешествовать, и хотят иностранцы приезжать. У нас потрясающие красоты. Но понятное дело, что мы, как маленькая компания, мы не сможем приобрести такой автобус, потому что есть специальный автобус, они там поднимают человека в коляске, доставляют и так далее. Вот. И было бы, наверное, хорошо в этот момент, чтобы этот автобус был, и мы бы его просто брали в аренду. Вот я о чем хочу сказать. Ну, это вот сразу такое еще одна решения. идея, да? Да, еще одна идея, да. Да. Но вот на самом деле это тоже такая вот ниша, и это очень важное направление в туризме. А мы его немножко сейчас боимся все. Вы правы. То есть это такой тоже рынок, который имеет большой спрос. И спрос имеет, но он деликатный, я понимаю. Деликатный, да. Вот у нас мы очень приехали нужно... в Туркестан, и замечательный отель, слов нет, все прекрасно, кроме одного. Человек на коляске не может в этот отель въехать. Он даже не может... мы коляску поднимали, мы уже совсем к тому времени уже научились справляться. Но вот, пожалуйста, вот эта вот доступная среда, она ограничивает, вернее, недоступная среда, она ограничивает людей в самом основном их праве на путешествие, на впечатления, на эмоции. Спасибо большое. Алмаз, сіздердің компанияда мүмкіндігі шектеулі жандарға арналған турлар болды ма жалпы сұранысқа? Жеке адам ретінде сұраған адамдар болды, бірақ біз арнайы осылай мүмкіндігі шектеулі адамдарға арналған турды негізі жасамаған едік. Бірақ қазір біздің әріптесіміз күшті ой салып жатыр, негізі жақсы. Осы 2 апта бұрын мен Ақтау қаласында болдым. Ақтау қаласында болған кезде Ресей азаматымен таныстым. Осында Қазақстанға келген екен. Танысып отырған кезде осы ол инватуризм деп аталады. Иә, осы бағана айтып жатқан осы туралы айтқан болатын. Ресейде бар екен және Біріккен Араб Әмірліктерінде бар екен осындай туризм. Және ол осы Қазақстанда осы туризмді дамытқысы келетінін айтқан болатын. Сол кезде мен бір қарамаған едім да, бір серьезно относить етпеген едім. Қазір әріптесіміз айтып жатқаннан кейін бұл да бір үлкен ниша, үлкен емес, бірақ нағыз точечный ниша болады да, адамдарға жалғыз болғаннан кейін сондай компания уже бірден қалай айтады, горячий клиент болып келінеді. Сондықтан бірақ бізге осындай адамдар хабарласып жатады, мүмкіндігі шектеулі. Біз ол адамдарды өзіміздің бағана айтып жатыр ғой, транспорт жағы қиын деп. Сондықтан осы автобустарды арендаға алатын адамдармен ақылдасып, қалай отырғызсақ болады, қалай жүргізсек болады деп сөйлесіп отырып, алып 1-2 адамдарды, бір группада бір адамды алған кезіміз болған. Солай. Рахмет. Получается, рынок разработка туров для людей с ограниченными возможностями, получается, имеет огромные возможности, скажем так, на казахстанском рынке, да? Ну, будет своя проблема с организацией там природных туров, да? Сосын қоса кетсем болады ма? Бізде балалар туризміне де көңіл бөлу керек, себебі бізде балалар туризмі деген кезде мұғалімдердің өздері балаларды бос уақыттарында алып шығып, соны көрсетуді туризм деп айтады да негізі. Ол меніңше
әрине жақсы, балаларға табиғатты көреді, тиісті бір туристік маршруттарды көреді, бірақ ол бағана біздің кімдер әріптестеріміз айтып тұрғандай кәсіби маманмен емес. Профессионал гид болатын болса, экскурсовод болатын болса, сол балаларға арнайы жұмыс істейтін. Өйткені бізде бір топта балалармен бірге ер азаматтар, ересек адамдар да барлығы общий болып жүрген кездерде бұл мынау кішкене ыңғайсыздық тудырады. Ал мұғаліммен табиғат аясына шығу ол туризм деп айтуға келмейді, ол демалыс деп айтуға келеді. Осы балалар туризміне нақты акцент қоятын және осы әсіресе бізде қазақ тілді гид экскурсоводтар өкінішке орай аз, мүлдем аз. Өзін қазақ тілді гид экскурсоводпын деп жүрген адамдардың көбісі ол сол өздері группа жинап алып Инстаграм арқылы жинап жүрген адамдарда, олар негізі ешқандай сертификаттары да жоқ, ешқандай кәсіби курсын өзінің өтпеген адамдар. Сондықтан қазақ тілді балалар туризміне және осы бағана біз енді точечныйға келе жатыр қой, біздерге мынау зейнет жасындағыларға арналған туризмді де қосуға болады. Тур для пенсионеров, да? Тоже, потому что у нас спрашивают, звонят и спрашивают, а возрастная категория какая? А мы говорим, у нас в основном молодежи, да, 30-35 лет, а мне 60 лет, я бы хотел съездить в Туркестан. Вот, и если... Это к нам отправляйте. Да, если вот... и они отказываются, потому что аудитория другая. Если вот открывать туры вот именно для них, да, и находить каналы продаж, где можно взять, откуда можно взять таких людей. В принципе, это тоже вот одна из ниш, я думаю, чтобы человеку, бизнесмену заниматься вот точечно, вот детским туризмом, и взрослым туризмом, да, и общим, да, который, и инфотуризм, который вы сказали. Вот. Вообще креативных идей на самом деле много. Очень много. Их много. Вот я, когда мы представлялись, рассказывал, что вот буквально у нас на следующий год интересный проект совместный. К нам приезжают 3 блюзмена из Великобритании, которые будут путешествовать по Казахстану. У них такая идея, что поиски происхождения гитары и все, что связано с щипковыми инструментами, начиная от музея, заканчивая игры на домбре, они прямо хотят двигаться и несколько серий передвигаться по Казахстану, передвигаться по тем локациям, которые уже известны, и вплетать туда вот этот поиск происхождения гитары. Это же, вот мы вроде бы, казалось, идея, вот бери ее и воплощай. Вот они взяли ее и воплощают. И поедут в следующем году и начинать будут именно с Казахстана. Хорошая идея. Қазір адамдар, әсіресе қалада тұратын, үлкен қалаларда тұратын адамдар, мынау демалыста жеке шыққысы келіп кетеді. Мүлдем бір адам, екі адам, әсіресе Көлсайға барғысы келмейді, өйткені адам көп ол жақта. Сондай жеке параларға арналған, немесе 5-6 адамдарға арналған топтық турлар ұйымдастыру, бірақ ол топтық турларды сол бұрынғы маршруттар емес, Шарын, Көлсай деген сияқты басқа өзге маршруттарға ұйымдастыру және палаткалармен ұйымдастыру, оның ішіне тамағын кіргізу деген сияқты турларға да сұраныс бар. Және мынау бізде Қазақстанда ондай көп емес, мынандай трейлерлер бар ғой, үй сияқты жасалынған. Домик на колесах. Сондай үйлерде де біз мысалға бізде сондай бір запрос болды, бірақ біз сондай көліктер бар адамдарға шыққан кезде олардың алдында 2-3 ай бойы тапсырыс алып қойған. Демек, сұраныс бар деген сөз да ол жерде де. Сондықтан адамдар қазір үлкен қалада тұратын адамдар мындай топтық турларға шыққысы келмейді, көп адаммен бірге, 15-20 адаммен бірге, жеке шыққысы келетіндерге сондай домик на колесах, глэмпинг деген сияқты турларды бөлек-бөлек ұйымдастыруға болады деп ойлаймын. Да, вы правы, то, что вот домик на колесах тоже имеет спрос, в данный момент набирает обороты. Набирает. Да, вот я знаю отца с сыном, они вот СТО держат, да, и они вот старые машины берут и переделывают его под домики вот на колесиках. И, в принципе, хорошо на этом зарабатывают, скажем так, на этом бизнесе. Вот. А вот мы говорим сейчас про
мы немножко отошли, про сезонность я хотела бы обсудить в данный момент. Вот, Алмаз говорил, что у нас короткий сезон, да, туристский сезон. И Вообще, да, в в Казахстане, да, в целом, в Казахстане у нас короткий туристский сезон. И предприниматели как бы стараются по максимуму выжать из этого короткого сезона. А есть вот сейчас же как бы идет тенденция на устойчивость, устойчивый бизнес, да, устойчивое развитие. Вот чтобы сделать свой бизнес устойчивым, как-то равномерно распределить вот эту нагрузку на свой бизнес. Какие вот есть пути у бизнесменов, какие решения? Но мы как активные, например, виды туризма, у нас нету сезонности. Понятно, что в период в летний больше людей, но мы работаем круглый год, у нас паузы бывают очень редко из-за каких-нибудь там стихийных, там, не знаю, бедствий. Там какие-то снегопады или какие-то экстремальные низкие температуры, потому что на самом деле можно придумывать, там, например, ходить по тропам, можно ходить на снегоступах. Можно организовывать, вот сейчас про глэмпинги говорили, они же круглогодичные. Пожалуйста, можно с видом на вершины в снегу спокойно принимать гостей в самые лютые морозы. В этот момент потом можно организовывать, мы все с Евгенией, я вот говорю, нам не хватает нашим туристам, которые пришли залезть на пик Алматинский, назовем так, да, не хватает экскурсий в городе. Я сам в городе, так как я алматинец, я, конечно, могу провести, но я проведу это непрофессионально, Евгения уже сказала. Поэтому мы сейчас пытаемся делать комбинированные туры. Сегодня у него восхождение на вершину, завтра у него городская экскурсия, послезавтра у него глэмпинг на Талгарском перевале. То есть это все можно совмещать, тем более, что мы прекрасно понимаем те горячие, где жарко, как Алтын-Эмель, как Чырын, что туда очень хорошо ранней весной приезжать. Вот они появляются, ботанические уже туры. Или приезжать поздней осенью, когда уже холодно становится, а там комфортно, и на Поющем Бархане можно ходить босиком. Это все можно комбинировать с разными представителями, начиная, повторяю, с городских экскурсий, заканчивая горными поездками, в том числе так называемый, сейчас модное слово, караванинг появился. У нас нет еще площадок, где можно им останавливаться, но уже заинтересованные люди есть. Насчет продления сезона, да, есть событийные мероприятия, которые вот в данный момент вот, осенью, весной проходят, да. Есть марафоны, да, Алматы-марафон. Вот Алматы-марафон вот, приезжает из разных городов из Казахстана. С Астаны друзья приезжали для участия в марафоне. Вот если вот делать в Западе, да, вот в Ахтау, кажется, прошла полумарафон, приезжали из Уральска, из Атырау для участия в марафоне. Это получается, смотрите, они приехали на поезде или прилетели, это тоже уже туризм, да? Заселились в гостинице, тоже оставили деньги. Покушали где-то, тоже оставили деньги. Это получается уже это мероприятие, да, само мероприятие свое сделало, да, скажем. И концерты, вот молодежные концерты, этноконцерты, да, вот такие мероприятия, мне кажется, тоже помогают для продления этой сезонности тура, потому что можно продавать вот концерт группы 91, скажем, в Туркестане, да, и не каждый день же, да, приезжает эта группа, скажем, и из разных городов, где вот, например, рядом, Кызылорда, Тараз, Шымкент, обратно соберутся в Туркестан на один день и тоже оставят по 5000 тенге, хоть каждый человек, если там на концерт соберется 5000 человек, это уже большая сумма. Ну вот, наверное, я, да. Ну вот мне кажется, что как раз вот выход – это все-таки разнообразие. Чем больше туров представляет компания, тем меньше у нее шансов ничего не делать вне сезона. Вот у нас, например, такого нет, ну, потому что у нас городские туры или туры там неподалеку где-то от города и небольшие компании, то есть мы достаточно легко в это все вписываемся. Вот. Ну и потом очень хороший вариант, и мы вот уже обсуждаем, уже обсудили с Виктором, это все-таки сотрудничество.
сотрудничество со специалистами, которые могут что-то показать, что-то рассказать, интересно, чего мы не знаем, но при этом это в рамках наших туров будет. Но мы приглашаем специалистов, и специалисты расширяют и наш кругозор, и количество наших туров. И такие взаимодействия между самими туристическими компаниями, они тоже очень важны. Мы, понятное дело, мы не поведем на восхождение, мы тут вообще не конкуренты. Да, и вряд ли там Виктор будет с командой заморачиваться тем, чтобы водить туристов по городу. У каждого из нас своя ниша, и это важно. Да? Сотрудничество. Да, сотрудничество – это очень важно. Спасибо всем большое. Сегодня мы на нашем подкасте поднимали такие важные вопросы, как современные тренды, да, проблемы, и как их решить, и как, скажем так, дали немножко какие-то инструкции будущему бизнесмену, который заходит на туристский рынок. Действительно, туристский рынок – это такой рынок, который динамично развивается, он не стоит на месте каждый день. То есть нужно что-то новое придумывать, привлекать новых туристов. Да? И надеюсь, мы сегодня смогли ответить на все вопросы. И тем самым спасибо вам большое за время, за ваше внимание, уделенное. Спасибо вам.